Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вашу личную жизнь и посмотрим, как поменяется ваша личная жизнь в декабре, что вообще будет происходить. Загадайте, пожалуйста, на себя. Давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. О Боже, вы вся в сердцах. Одни сердца. Ну надо же, какая милота. Так, личная жизнь в декабре. Сразу хочу отметить, что первые 2 недели будут какие-то такие пустоватые, ни о чем. Кто-то из вас откровенно будет скучать, кто-то будет много работать, и вам будет не до личного. А вот последние 2 недели, крайние 2 недели, здесь прям разительные перемены, причем очень яркие, очень такие звездные, я бы даже сказала, будет очень интересно. И вы прям с головой нырнете в свою личную жизнь. Так, у вас здесь, смотрите, конь, который несет какого-то прям мужчину, он выпрыгивает с этого коня, у него прям какой-то вымпел, факел, и вот он прям на вас выпрыгивает. Какая-то мгновенная, судьбоносная, очень яркая, невероятная встреча вас ждет. Ну, кто-то встретит мужчину, да, с дороги встретит, да, мужчина приедет, вернется. А у кого-то идет прям новое знакомство с человеком, который откуда-то только вот приехал, как говорится, с корабля на бал. Очень хорошая картинка. И вы, девочки, ручку ему подаете, то есть, рады этому мужчине, да, если это возвращенец, то прям счастье испытаете, что вернулся, еще такой красивый, еще при параде, еще с какой-то победой, с какими-то, не знаю, подарками. А если это новый мужчина, то он вас покорит, он очень хорош собой, он интересен, он на коне, да, он с факелом, и вы прям ручку ему даете. Даете ручку. Так, и еще. Сзади вас стоит собачка. Собачка, такая, знаете, немножко злая собачка. У кого-то отыграется, вас весь месяц будет преследовать, типа друг. Да, вы думаете, это мой друг, а кажется, что и не друг, а вдруг, да, оказался влюбленным в вас. Да, какой-то мужчина прям будет ходить, ныть, зудеть, приставать к вам, да, обижаться на вас. Такое поведение, какое-то абсурдное. Вот, пока вы не поговорите. Как поговорите, так и ахнете. Вот признается, что он там давно влюблен, скажет: а как ты не замечала? Да я же всегда рядом, да я же и тут, и там, да я же такие взгляды на тебя бросаю, ты не замечала, да как ты могла? Как-то немножко вы так разочаруетесь в этом мужчине, потому что как друг он вам больше подходил и больше нравился. Так, а у кого-то отыграется, что это не мужчина, а подруга. Подруга, которая будет вас безумно ко всем ревновать. Просто ужас. Пока у вас пусто в личной жизни, она там веселая, активная, никаких проблем, никаких претензий. Как только у вас эти сердца пошли, как только у вас тут мужчина нарисовался, то все. Это какие-то истерики, это какие-то претензии. Она вас отговаривает: туда не ходи, с тем не встречайся, там, так не красься, это не делай, 5-е, 10-е. Просто зануда. И вы на нее будете смотреть и не понимать, что с ней творится. А творится с ней зависть. Потому что она более успешная была, чем вы. То есть я так понимаю, что у нее с личной жизнью там, она присутствует, у нее эта личная жизнь, такая, знаете, не яркая, да, не яркая, скорее как пресная. Когда она увидит, что у вас такой мужчина, вы счастливая, она прям обзавидуется и будет вас всячески тушить, понимаете, тушить. Чтобы вы не были ярче, чем она. Такая, знаете, подленькая, завистливая. Собачка
Что скажешь? Пересмотрите свои отношения со своими друзьями и приятелями. Явно вы что-то о них не знаете. Для вас это будет таким, знаете, может быть, не совсем приятным, но открытием. Так, еще. Здесь птицы полетели. Птицы, опять же, формируют сердца. Я так понимаю, что вы будете пользоваться большой популярностью в интернете. Опять же, у кого-то есть соцсети, у кого-то есть регистрация на сайтах знакомств. Прям мужики попрут. Комплиментить будут, прям перед вами раскланиваться будут, признаваться будут лайкать ваши фотки, там всякие комменты писать интересные. Да, прям почувствуйте, что вы очень популярны. Да. Это будет приятно, девочки, приятно. Вообще мне идет такое ощущение, что вы долго в личной жизни вот как голодали, да, в каком-то дефиците находились. А теперь вот за праздничный стол попадаете, причем во всех смыслах этого слова. Мужики, комплименты, признания. Мужчина-красавец, он на коне прям выпрыгивает с этого коня. Прям засверкает ваша жизнь. И знаете, вы так захотите поменяться, вы так захотите раскрыться. Кто-то из девчонок прям пойдет на какие-то радикальные шаги. Ну, в плане там конкретно поменять цвет волос, поменять там форму прически. Там были прямые волосы, сделать там завивку. Может быть, как-то обновить так ярко-красочно свой гардероб. Опять же, сменить жизнь, ну, обычную, да, рядовую жизнь, там, спокойную, домашнюю, на всякие клубы, бары, пати, да, вот тусоваться захочется. Слушайте, ну вы в ударе. Последние 2 недели декабря вы просто в ударе. По-другому и не скажешь. Вы настолько будете сиять, настолько вы будете привлекать к себе внимание, ну, взорвете просто пространство. Так, еще девушки, которые в паре, в браке. Здесь я должна вас предупредить, потому что все-таки по вот этому красавцу, который с коня выпрыгивает, это явно идет соблазн. Соблазн в кого-то влюбиться, грубо говоря, завести себе любовника. Да, прям подтянется страшной силой к какому-то красивому мужчине, а его, как бы, соответственно, подтянет к вам. Ну, все девочки взрослые, да, я думаю, что не мне вас учить, вы каждая знаете свою семейную обстановку и понимаете, что можно, а что нельзя, да, что допустимо, а что лучше избегать. Поэтому здесь прям риск того, что вы себе заведете любовника. Вот. Но если давно хотели, нуждались, да, но ведь разные семьи бывают, то, как говорится, с Божьей помощью вам на радость, на развлечения, на яркие, очень такие запретные ощущения. Вот это будет. Ну, у вас глаза сияют, ну что тут еще скажешь? Так, еще что вы должны знать о своей личной жизни. В этом году будет очень много разных предложений. Поступит много разных предложений, я так понимаю, по поводу празднования там, Нового года, по поводу посещения каких-то мест, каких-то домов, каких-то мероприятий. Очень много приглашений. И я вижу, что вы так немножко потратитесь на свой лук, потратитесь на свой гардероб. И да, это не такие незапланированные траты, но эти все траты, они принесут вам удовольствие. Вы будете удовольствие получать от того, как вы себя видите и как вы видите свой сияющий образ в глазах тех, с кем вы общаетесь. Потому что люди действительно будут вами восхищаться. Так, еще дилемма, где встретить Новый год. Однозначно, где встретить Новый год. Несколько вариантов, и эти несколько вариантов, они все просто вот как на подбор. Где встретить, долго будете думать, долго будете решать. И если вы с мужчиной пойдете встречать Новый год, а я вижу, что пойдете с мужчиной, ну, кто-то пойдет с мужем, да, а кто-то пойдет с вот этим вот, значит, кто выпрыгивает с коня, то вы можете даже немножко так и поссориться, потому что он в одну сторону, вы в другую сторону. Значит, девочки, лучше уступить, подарить этому мужчине этот праздник. Поверьте, он вас отблагодарит просто шикарным подарком, шикарным, дорогим подарком. Не могу сказать, что это за шикарный, дорогой подарок, но ценность материальная очень высокая у этого подарка. И для вас вы прям так скажете: обалдеть, обалдеть.
никогда не могла бы там не подумать, не представить, и в принципе, наверное, бы не решились у мужчины попросить такой подарок, что действительно дорогой. Так, еще кто-то прям в новогоднюю ночь, помимо праздника, веселья, там, елки, мандаринов, Дед Мороза, подарка, получит еще и предложение от мужчины. Признание и предложение. Ну, кому-то признаются в любви, попросят быть его женой, а кому-то признаются в какой-то тайне. Давайте так, в какой-то тайне, в каком-то секрете будет предложение все забыть и начать как Новый год с нового чистого листа. Девчонки, что бы вы там не узнали, ну, наверное, вы уже об этом догадывались, либо в принципе знали. Да? Для вас это не будет какой-то прям ужасной тайной, ужасным секретом. Это будет просто, ну, банальность. Скажете, тю, я уже знала, да. Либо, да я раньше тебя узнала. Вот. Как-то вот немножко смешно будет. Но вы серьезное лицо сохраняйте, да, пусть там мужчина понапрягается, пусть поизвиняется. Тут еще, смотрите, выгоду какую-то можете с него получить. Конечно же, соглашайтесь обновиться, обнулиться и с чистого листа начать Новый год. Поверьте, мужчина будет, знаете, как это, залушок будет стараться, потому что вы ценная женщина, вы его женщина. И он очень много думал, с кем-то еще советовался. Терять не будет он вас терять. Кстати, вот очень боится вас потерять на самом деле. Какие бы отношения у вас в последнее время не были с вашим мужчиной, но он очень боится вас потерять. Вот знаете, как наконец-таки дошло, кто вы есть в его жизни. Так, давайте я еще на оракуле посмотрю, на ваш декабрь. Ну, видите сами, очень яркий месяц, очень интересный, интенсивный, особенно последние крайние, да, не последние, крайние 2 недели. Карты сами сыпятся, еще и переворачиваются. Ну, страстный месяц, страстный. Много везения, много смеха, много удачи, много подарков. Страстей очень много у вас будет. Страсти, признания, ну, всякие любовные там штучки-дрючки. Все это будет. Зажжете. Знаете, зима холодная, да, а у вас прям огонь. Огонь. Температура будет повышаться и не раз. Так, декабрь. Не, ну дома вы точно сидеть не будете. У вас очень много дорог. Смотрите, из дома вы выходите. Очень много дорог, прям развилка. Большой выбор. Вы везде желанный гость, вы везде в центре внимания, и везде вам рады, вы как солнышко будете входить в любой дом, получать подарки, получать комплименты. О, ну и любовь, мои хорошие, любовь. Вот не зря нам этого мужчину показали, да, который вон с коня выпрыгивает. Здесь явно вам признаются, и у кого-то отыграется, что это влюбленность, и влюбленность взаимная. Ну вот, видите, уже плывет, к вам плывет. Хорошо, вам совет на декабрь, совет, подсказка. Вот что вы должны знать, что вам хотят передать. Ах, девочки, живи на полную, ничего не бойся, ни о чем не думай, живи на полную, отрывайся. Слишком ты серьезная, слишком ты, не знаю, сосредоточенная, живи, гори, наслаждайся жизнью, твое время пришло, да, вот возродись, как птица Феникс. Смотри, опять выходит вот этот мужчина на коне, ну что такое, что ты сделаешь, что за мужчина такой, а? Ты кто? И он не просто на коне скачет, он с него выпрыгивает в вашу сторону. Я такого давно не видела. Что за мужчина? Господи. О боже, о боже, о боже. Ну это обещанный мужчина, обещанный для любви, для счастья, кому-то для семьи, для создания семьи. Слушайте, ну, может быть, вы с ним переписывались, может, ждали его, может быть, мужчина уже давно вас заприметил, раскроется перед вами. Но по карте Аист это явно для серьезных отношений, для любви, для брака. Человек, с которым вы почувствуете себя самой счастливой. Так, мои хорошие, на этом все. Счастья вам, удачи. И давайте работайте над своей личной жизнью. Сам декабрь прям все для вас делает, подготавливает. Вам лишь только нужно согласиться либо отказаться. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.